Продолжаем эфир новостями к этому часу и коротко о главных темах. Появились случаи отказа якутянам старше 65 лет в открытии больничных. Межрегиональный центр для тушения пожаров на севере России появится уже в этом году. А сегодня свой первый юбилей со дня образования отмечают работники Следственного комитета Якутии. Итак, начнем с эпидобстановки. За минувшие сутки в Якутии зафиксировали 162 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 71, в Мегино-Кангаласском районе 19, в Алданском 15 случаев, в Мирнинском 13, в Нерюнгринском 11. Еще в 15 районах от 1 до 4 заболевших. За сутки региональные лаборатории провели чуть более 2800 исследований. Кроме того, в оперативный штаб Якутии поступила информация, что ряд, в том числе муниципальных и государственных учреждений, отказывают в предоставлении больничных лицам старше 65 лет. При возникновении таких случаев я призываю обращаться к соответствующим в профсоюзы и Рострудинспекцию для того, чтобы эти меры, для того, чтобы подобного рода необоснованные отказы в продлении больничных листов были, соответственно, пресечены вовремя. К сожалению, сегодня такая информация есть, и, соответственно, руководителям будут направлены письма оперативного штаба о недопущении подобного рода ситуаций. С началом этого года вступил в силу новый закон о дистанционном труде. Он позволяет максимально упростить регулирование режима удаленной работы. Ранее президент также дал поручение для развития системы занятости. Туда войдут цифровой оборот документов и другие платформы, которые регулируют взаимоотношения работодателя и работника с использованием современных технологий. Чего ждать, узнал наш субкор в Москве Максим Кардозов. Точно знать, сколько вы заработали за день – это вполне реальная возможность. Подобную систему уже тестируют в компании Колмар, которая смело внедряет современные технологии не только в производство, но и в работу с сотрудниками. В будущем, мы планируем доступ организовать сотрудников к той информации, которая есть по их начислениям для них, для того, чтобы они могли это и контролировать, и как-то планировать свой, личный финансовый бюджет в том числе. То есть это что-то вроде такого личного кабинета, где сотрудник, может быть, с телефона, со смартфона подключается и проверяет или смотрит, какое произошло начисление зарплаты, какая ожидается выплата зарплаты. Причем в России разработано и приложение, где можно не только следить за пополнением счета, но и снимать с него деньги, не дожидаясь аванса. Это то, к чему мы придем. Может быть, не в полном формате, но как альтернатива уже устоявшейся привычной форме выплаты заработной платы 100% да. И если, наверное, не здесь и сейчас, через 3-5 лет мы придем к возможности выбора, чтобы у каждого сотрудника была возможность выбора, это будет действительно очень хорошо. Еще одно ноу-хау в сфере цифровизации рынка труда – это электронные трудовые книжки. Переход на подобный вариант добровольный. В Якутии уже 60 тысяч человек идут в ногу со временем. Как отмечают специалисты, это удобно и безопасно. Развивается онлайн-формат и в сфере предоставления госуслуг. Тысячи якутян уже смогли оценить возможность подать необходимые документы, не выходя из дома. Причем это касается не только, например, выплат пособий, оформления тех или иных документов. Проведена работа по цифровизации социальных услуг. На сегодня разработан и уже внедрен дополнительный сервис также на портале государственных услуг, который позволяет семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, также обратиться уже с непосредственно заявлением на предоставление, к примеру, психологической услуги, реабилитационной услуги, с просьбой оказать бесплатную юридическую помощь. За цифровизацией будущее, говорят специалисты, и современные технологии проникают в самые разные сферы нашей жизни. И в пандемию мы поняли, что это действительно может быть удобно. Максим Кардозов, Виктор Олесов, Москва, Якутск. С помощью уникальной установки изучены образцы керна крупного нефтяного месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе. Его запасы оцениваются в 1,5 миллиарда тонн нефти. Поэтому месторождение представляет большой интерес для изучения, сообщает
сообщили в сибирском отделении РАН. С помощью установки ученые получили на поверхности образца керна глинистую корку. Она образуется в породах при фильтрации бурового раствора в пласт. Физики традиционно рассматривают ее как индикатор проницаемости нефтяного резервуара. Кроме того, глинистая корка является важным элементом геолого-геофизических исследований в скважинах. Межрегиональный центр для тушения пожаров на севере России появится в 2021 году. Мероприятие входит в дорожную карту по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, которую утвердили в правительстве России. Отмечается, что центр будет работать преимущественно в Якутии и Красноярском крае. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, на создание центра в федеральном бюджете предусмотрено 5 миллиардов рублей. Минприроды России утвердит методику расчета ущерба от лесных пожаров. Эффективность работы при значительных площадях, проведенных огнем, должна быть обеспечена за счет внедрения современных технологий. Участника организованной преступной группы, пытавшегося сбыть наркотическое средство в крупном размере, осудили в Нерюнгри. Суд установил, что в октябре 2019 года житель города при поиске работы в сети интернет согласился на предложение неустановленных лиц вступить в преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотических средств, и за денежное вознаграждение размещать свертки с наркотиками в тайниках. Получив информацию от руководителя преступной группы о месте закладки оптовой партии наркотиков, он приехал на место и забрал 50 граммов наркотического средства синтетического происхождения для дальнейшей продажи потребителям. Однако завершить преступный умысел не успел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции и наркотическое средство было изъято. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами А, Г, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В отношении организатора и других участников организованной группы материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается. Сегодня свой юбилей со дня образования отмечают работники Следственного комитета Якутии. Как самостоятельный орган ведомство образовалось 15 января 2011 года. Тогда они утратили приставку при прокуратуре и стали самостоятельной службой. За эти годы, по словам руководителя регионального ведомства Следственного комитета, проделана колоссальная работа по восстановлению справедливости. Раскрываются не только особо тяжкие преступления, совершаемые на территории республики, но и преступления коррупционной направленности. Помимо этого, особо акцент делается на расследовании преступлений в отношении несовершеннолетних и совершенные несовершеннолетними. Встречая 10-летний юбилей сегодня в здании СК, отметили лучших следователей региона и наградили их памятными подарками. Стоит отметить, что только в минувшем году, в 2020-м, сотрудниками Следственного комитета Якутии завершено расследование уголовных дел. Порядка 1000 уголовных дел наши следователи закончили. Из них большая часть – это, конечно, расследование тяжких преступлений. Наша работа в этом плане продолжается. И я уверена, что наши коллеги приложат максимум усилий для того, чтобы обстановка на территории республики оставалась спокойной. Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается в Якутии. В селе Старая Табага открыли новый фельдшерский пункт. О нем подробнее Петр Васильев. Год здоровья в Якутии начался с радостных новостей. Жители Старой Табаги в пригороде Якутска теперь смогут получать еще более качественную медицинскую помощь. В селе открылся модернизированный фельдшерский пункт. Это сегодня, наверное, очень актуально тем, что в послании главы республики было сказано очень много по развитию первичной медико-санитарной помощи, по приближению в шаговой доступности медицинской помощи населению. И мы сегодня видим один из основных результатов этой работы. Обновленное здание площадью 60 квадратных метров оснастили всем необходимым медицинским оборудованием. Для всех 500 жителей села здесь будет работать фельдшер. Ранее помощь им оказывалась в переоборудованном здании старой школы. В январе месяце мы откроем еще 5 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах нашей республики и завершим первый месяц открытием
медицинского учреждения на севере и поликлиники в Верхоянском Улусе. Для себя мы поставили достаточно амбициозные задачи, имея для этого подкрепление в виде достаточно четкой программы модернизации здравоохранения. В Якутии на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года направят свыше 12 миллиардов рублей. На эти средства планируется закуп медоборудования, автомобилей, ремонт и строительство медицинских объектов. Таким образом, к концу реализации программы большее число якутян смогут получить доступ к качественной медицинской помощи. Петр Васильев, Павел Пахомов, Старая Табага, Якутск. Более 50 граждан предпенсионного возраста проходят переобучение в Якутии. Его реализуют в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. По данным регионального Минтруда, договоры на обучение заключены с Сибирским институтом практической психологии, педагогики и социальной работы, частным учебным центром «Спутник», Якутским медицинским колледжем, медцентром Якутска и другими организациями. Представители старшего поколения обучаются по 11 программам, в том числе в сфере здравоохранения и образования. Первые выброшенные ели появились у мусорных баков Мирного. Однако их немного. Большинство делает это после празднования Старого Нового года. Праздничная атмосфера не покидает пока и один из музеев Мирного. Об истории елочных игрушек. Ксения Исламова. Украшать новогоднюю елку можно самыми разными способами. Например, известные и привычные всем нам елочные игрушки в виде новогодних шаров из пластика или стекла, мишура и гирлянда. А вот известные многим россиянам леденцы в виде изогнутой палочки – не что иное, как первая буква Иисуса Христа. Об этом и не только рассказывают здесь, в музее Алроса. До конца января его сотрудники расскажут истории елочных игрушек. Например, почему в советское время популярностью пользовались украшения в виде кукурузы и космонавта. Покажут посетителям музея и открытки, что дарили в Алроса 20 лет назад. А еще расскажут, когда именно появилась традиция дарить открытки к Рождеству и почему в России их запрещали. В нашей стране после революции рождественские открытки были признаны буржуазным пережитком, и их выпуск на какое-то время был остановлен. Так длилось до 1942 года. Во времена Великой Отечественной войны открытки перестали иметь поздравительный характер. Они имели подтекст, воодушевляющий фронтовиков не сдаваться и быть героями. Экскурсия в прошлое обойдется для взрослого в 200 рублей, для ребенка вдвое меньше. Здесь ждут всех желающих по предварительной записи. А вот куда попасть можно только своим, так это в квартиру корреспондента Алмазного края Иванны Филипповой. У нее давняя страсть и к открыткам, и к игрушкам. Елочных украшений советских времен у нее набралось столько, что даже пришлось поставить дома 2 елки. Вот это любимая моя елочная игрушка. Видите, язычок стеклянный, игрушка сама стеклянная, да еще украшена фосфором. Так красиво светится. О своих любимцах она готова рассказывать часами. Вдобавок к новогодним игрушкам Иванна коллекционирует еще и открытки. В основном это у меня открытки Владимира Зарубина. А почему именно Зарубин? Потому что это художник-иллюстратор, который был очень знаменит именно в советское время. Его работы знают все. Вот люди советских времен все скажут, да, мы помним его работы. По ним можно увидеть историю страны. Я очень помню, когда родителям со всей страны, скажем, приходили вот такие открытки, у нас был маленький сервант, и вот эти открытки стояли в этом серванте, там такое стекло было, и я через стекло разглядывала каждые мельчайшие детали. Мне казалось, это вот просто сказка. О своих любимых, старых и новых елочных игрушках рассказали и подписчики телеканала, поддержали флешмоб нашей интернет-редакции. Ксения Исламова, Алексей Меркулин и вся команда телеканала Алмазного края поздравляет вас еще раз с Новым годом. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.